прошлую субботу в самом центре Сыктывкара состоялась республиканская конкурс-ярмарка «Урожай-2017», где фермеры всех мастей представили дары своих малых и больших огородов. В целом, эта выставка ежегодная, и ничто бы ее не выделяло, если бы не одна особенность. Все, кто так или иначе связан с аграрным производством, еще в середине лета заявили, большого урожая в этом году ждать не приходится. Тем не менее, предлагаю посмотреть сюжет моей коллеги Марии Улешовой о том, чем в этом, безусловно, сложном для аграриев году богата земля Коми. В минувшие выходные на главной площади Сыктывкара прошла традиционная ярмарка «Урожай-2017». Свои товары на ней представили более 100 сельхозпроизводителей со всей Коми. Овощи, мясо, рыба, мед, десятки видов продукции шли на расхват. Мед соток считается ценнее, чем мед откачанный. Потому что это первозданный мед, то есть его создала пчела. То есть природный продукт получается. Очень ценятся северные темные меда. Северный темный мед. То есть по качеству он превосходит все южные меда. Вкусное, свежее, наше радовало глаз. Особенно длинные очереди у палаток с овощами. В этом году получить хороший урожай корнеплодов было непросто. Но фермеры справились. Потому что хорошо работаем. Мы же трудимся. Особое внимание покупателей – картофелю. Дождливое лето оставило многих без запасов второго хлеба. А вот у аграриев из Карткировского района, например, он уродился неплохим. У нас есть, потому что мы вкладываем туда, как говорится, всю свою душу. У меня девчонки на каникулах с грядок не вылезают. Они весь мусор убирают вручную. Сажали в этом году картофель вручную. В прошлом году сажали, в позапрошлом у нас есть сажалка под сажалку. А в этом году как бы мы, не знаю, или Бог помог, или сами еще как бы уже более-менее сажали под лопату. Гектара 3 у нас, и там все под лопату сажали. И поэтому у нас урожай есть, да. Люди некоторые сажали под лошадь, которую пашут и сразу укладывают. Она, получается, дожди пошли, ее залило. А у нас папа нарезает гребни, а мы на гребни лопатой. У нас гребни высокие, у нас не залило. Вот такой он, урожай-2017. Понятно, что в условиях рискованного земледелия не все зависит от фермеров. И нынешнее лето тому свидетельство. Но все же природные катаклизмы преодолевать научились. Довольные покупатели ярмарки, думаю, со мной согласятся. Именно так в этом году прошел урожай-2017. В нашей студии заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка республики Петр Хоробрых. Петр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, я всем нашим зрителям в первую очередь говорю, что мы работаем в прямом эфире. Если по сельскому хозяйству, а в частности по урожаю у вас есть какие-либо вопросы, то мы очень ждем ваших звонков и вашей информации. Петр Васильевич, в этом году выставке 20 лет исполнилось, да, в 1997 году первый раз она прошла. Вот ввиду определенных климатических и природных условий, можно ли сказать, что она была самой скромной за все это время? То, что она была самой скромной, я бы не сказал. Действительно, вот мы сейчас посмотрели этот репортаж. Будем говорить, что наши товаропроизводители достаточно много представили продукции, в том числе по овощной продукции. Самые большие очереди были именно что возле машин у тех предприятий, которые торговали картофелем, капустой. Я бы сказал, что представленные виды продукции достаточно в большом ассортименте, и нужно отметить, что наши сельхозтоваропроизводители не только научились в сложных погодных условиях производить продукцию, но они еще уже, если сравнить первые ярмарки, они уже умеют и преподнести их в нормальной упаковке. Это очень важно. Да, и мы видим, что все-таки народу было много, и организация вот этой ярмарки хотели действительно сделать как праздник для граждан, и я считаю, что это удалось. То есть разочарование там какого-то не получили, не вышло? Представлена продукция была во всех видах, то, что мы производим, только единственное, да, объемы производства сегодня у предприятий. Сильно они вот как-то конечно, просили? Они сегодня отличаются насколько? от Два средних. раза, в 3?
Значит, если взять за последние 5 лет, у нас урожайность картофеля была в пределах 149 центнеров с гектара, а сегодня, вот еще, правда, уборка не закончена, 60% мы убрали картофеля, урожайность составила 90%. А у некоторых предприятий даже то, что они посадили, только удается собирать то, что посадили, 20, 30 даже центнеров. Вот здесь в репортаже мы видели, что КФХ под лопату в гребень посадили картофель, и у них урожай, они говорят, что хорошо работаем. Вот если соблюдать те технологии, которые сегодня соблюдает наше общество с ограниченной ответственностью пригородный, у которого урожайность действительно и в таких погодных условиях, но уже больше, где-то близко к 140 подходит. Сторожевск, предприятие Кировского района, Сторожевск-1, тоже вот, Попова Татьяна Васильевна, руководитель, очень даже рада своему урожаю. Тоже урожайность до 140. То есть те предприятия, которые посадили картофель на легких песчаных, в гребень, нормально обработали, окучивали, не было, значит, не залило дождем на склонах, то там урожай более-менее. В общем, кто умеет работать, тот умеет, тот и зарабатывает, получается. Все верно. Ну, это логично. Хорошо. Вот у нас прозвучало, что в ярмарке было заявлено порядка или даже ровно 100 фермеров. А сколько их у нас всего? Значит, у нас более 480 фермеров в разных направлениях. Если взять по овощам, то овощи, картофель выращивают у нас 12 предприятий крупных и 77 фермера, которые занимаются картофелем и овощами открытого грунта. Это, конечно, немного, потому что все-таки сегодня самая трудоемкая работа – это не то, что выкопать картофель, а его собрать и доставить в хранилище. А вот если брать урожай по овощам открытого года, про картошку мы немножко выяснили. Вот как в сравнении с прошлым годом получилось работать? Вот если взять овощи открытого грунта, капуста у нас возделывается на 25 гектарах. Сегодня опробирован уже проверенный урожай. Приступили только к уборке. В среднем урожай капусты ожидается до 500 центнеров за гектар. Это примерно средний уровень за последние 5-6 лет. Урожайность нормальная. Для капусты вот эта влажность и та температура, которая, значит, была у нас, она более-менее была соответствующей для роста капусты. Морковь, неплохой урожайность, 150 центнеров за гектар. А вот для свеклы, так же как для картофеля, не хватило теплых солнечных дней, и урожайность где-то под 80-90 центнеров с гектара. Но не трагично, так как вот описывали нам до этого ситуацию, пугали, что вообще ничего не вырастет. И у себя, у граждан, личных подсобных хозяйств все подтвердят, что морковь в этом году нормально выросла, капуста, но свекла похуже, лук, в принципе, тоже неплохой. Хорошо, да, мне подсказывают, что у нас есть первый телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. У меня такой вопрос. Цены зимой на овощи вырастут однозначно. Может, как-то централизованно возить, чтобы цены хотя бы немножко сбить? Вот люди уже предвещают не скачок, а, по крайней мере, рост цен на овощи. Вы его тоже предрекаете? Ну, если взять, здесь нужно всем нам, гражданам, то есть думать, что когда начнутся морозы, если там за 30 и 40, наши торговые сети, конечно, есть проблема завозить овощи. И, как правило, в это время идет рост цен. Конечно, наши предприятия, как пригородные, заключают с сетями договора, и, в принципе, вот этот вопрос каким-то образом цены держатся. Кроме того, если предприятия, которые выращивают картофель, по договорам сети не поставляют, они закупают у населения. Если не будет хватать, и мы чувствуем, что, да, действительно, общий сбор урожая хотелось бы лучше, да, то, соответственно, цены могут вот в эти морозные дни возрасти в торговых сетях.
Прямо вот на один день? Ну, не Или на один день, неделю? ну, январь, допустим, конец декабря, январь месяц. Как только температура, чтобы завозить, конечно, с других регионов картофель везут. Сегодня мы видим, что уже в июле, в августе у нас был свежий картофель с других субъектов, а то и значит, из зарубежья, где цена была 9 с небольшим рубля, за 16 рублей. То есть среди поставщиков даже с других субъектов тоже есть конкуренция. И я думаю, что они тоже влияют на ценообразование. Не только наш местный картофель, но наш местный картофель, конечно, он регулирует значительно цены и не дает росту такого значительного. Мы знаем, что по осени, когда идет свежий картофель, как только наш поступает на рынок, то цена сразу на все овощи, в том числе картофель, снижается. Ну, звучит уже оптимистично. И еще один звонок у нас есть. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Прошу вас. Это Анастасия. Скажите, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. В прошлом году были факты, что замерзала капуста на выльгорских полях. И людям бесплатно убирать не давали. То есть она пропадала. Как дела будут в этом году? Очень занимательный факт. Подтверждаете? Ну, то, что замерзало, может быть, какая-то часть, да, но значит, пригородный занимается, есть у него техника и механическая уборка капусты. Но я думаю, что с той площади, которую сегодня они на 15 гектар снизили, то есть я думаю, что они справятся с уборкой капусты в полном объеме. Хорошо, вернемся к проблемам фермеров самих. Вот вы были на выставке, на ярмарке? Да. Общались? Общался, обошел все абсолютно торговые палатки. Ясно. А вот помимо погодных определенных условий этим летом, на что жалуются фермеры? Вот в чем у них сложности? Может быть, в логистике в какой-то им надо помогать? Ну, проблемы прямых, то есть во время выставки урожая таких заявлений не было, но мы проблемы знаем, что и поддержка фермерам остается, будем говорить, на прежнем уровне. И проблема в чем? Что все равно идет рост тарифов на электроэнергию, на топливо, прочее. А вот у нас рост поддержки, конечно, хотелось бы тоже увеличивать. Но тем не менее, то, что мы имеем, какой объем поддержки мы всю оказываем, начиная, значит, поддержка и на голову, условную голову скота, и на, допустим, если они земельный участок межуют, ставят на кадастровый учет, мы тоже эти, значит, затраты возмещаем. Для специалистов поддержку оказываем. Ну, то есть вся поддержка для фермеров, которая была, она остается. И несмотря на тот серьезный дефицит доходной части бюджета, все-таки аграрии у нас поддержка не уменьшается, в том числе и фермерам. Но и об увеличении тоже говорить пока не приходится. Об увеличении, да, пока что не приходится. Но не та ситуация, да. Да. Хорошо. Все-таки, если мы говорим о рынке сбыта, как о чем-то большом, мы знаем, что на прилавок там, торговой сети какой-то не так просто попасть рядовому продукту фермера. Ярмарки выходного дня, они вот в этом смысле очень хорошо помогают. Будете ли вы расширять их границы? Может быть, временные, может быть, и территориальные, как-то больше их? На сегодняшний день во всех райцентрах, городах проходят ярмарки выходного дня. Конечно, спасибо руководителям администрации, уделяют этому достаточно много внимания, предоставляют действительно такие хорошие места для организации ярмарок. И тем более, допустим, вот взять, если в Сыктывкаре, да, были у нас, мы ушли, так сказать, от плавательного бассейна, вот этот пятачок под часами, так называется в народе, и на старый рынок вещевой. Конечно, там почему-то в разы меньше ходит граждан туда, и фермеры очень сильно обижаются, что с живого, такого оживленного местечка их туда ушли. Сейчас мы проводим, с администрацией города решаем вопрос. Северный народный банк, вот эта площадка, она у них в аренде. Удобно. Но права аренды нету субаренды. Вот эти вопросы порешаем. Я думаю, что администрация города Сыктывкара пойдет навстречу нашим фермерам. И будут у нас то, что цен города все-таки требования к фермерам, которые будут участвовать в ярмарках, достаточно высокие. Это должны быть хорошие однотипные палатки,
нормальные, значит, прилавки с красивыми скатертями, спецодежда, чтобы... Ну, это правило вообще. Да, вот это мы будем отбирать. И самых достойных вот, на этой площадке будем организовывать ярмарки выходного дня. Звучит хорошо и правильно. На главных испытательных картофельных полях в этом году, кстати, ситуация разная, несмотря на то, что мы говорили о не совсем таких оптимистичных прогнозах. Территория Коми сорта испытательной станции – это Сысольский, Усть-Куломский район и Печоры. Так вот, самый плохой урожай собрали на юге республики, в Визинге. Здесь выращивают 9 районированных сортов. Они-то еще более-менее показали себя. А вот картофель голландского и немецкого происхождения вообще не выдержал испытаний этого года. В этом году, во-первых, мы очень запоздали с посадкой картофеля. То есть мы посадили на 10 дней позже, чем обычные оптимальные сроки. Всходы у нас появились, тоже дольше не появлялись, поэтому картофель как бы уже начиная с весны начал вести себя, то есть не так, как ему надо было, чтобы он мог вовремя дать хороший урожай. Но период, вот когда уже в летний период были более теплые дни, у нас картофель очень быстро восстановился. Конечно, мы думали, что будет более высокий урожай получим, потому что все-таки по состоянию картофель был в хорошем состоянии, даже можно сказать в отличном состоянии. Но вот то, что вот погодные условия были такие, что очень сильно была уплотнена почва. Мы весной и летом даже вот при период обработки почвы кучниками не могли заехать путем, потому что очень твердая земля была. Мы вот старались рыхлить, конечно, картофель, но этого было недостаточно. Поэтому картофель, урожай получили товарный урожай намного ниже, чем в прошлом году. Вот эту ситуацию как-то можно было изменить, вот по-вашему? Или здесь как работай, хорошо, насколько ты хорошо бы не работал, все равно здесь не получилось бы? Ну, все зависит, еще раз повторюсь, это от структуры почвы. Если суглинок, легкие почвы и есть склон, вот сортоиспытательная станция, если вы заметили в репортаже, мы видим, что поле абсолютно ровное. И вот та влага, которая в период июня-июля, значит, осадки выпали, они очень сильно, вот, как прозвучало, уплотнили почву, и в результате были даже вымокания полностью, гибели посадок картофеля. А там, где легкие почвы и склон, вот на тех полях и получился более-менее нормальный урожай. А вот на таких ровных полях, конечно, вот проблема из-за дождей, она действительно повлияла. И вот здесь что-то бы сделать, но я думаю, что при нашей технологии, технике, в принципе, вот даже на поляне слышали, что не могли заехать, чтобы прорыхлить или окучить лишний раз. Ясно. Но все-таки примерную стоимость мы с вами можем килограмма картофеля этой зимой назвать? Навскидку. Ну, в пределах, я думаю, 40 рублей. Это мое субъективное, мы анализ такой не делали, но до 40 рублей, наверное, будет. Ну, это нормально. Вот, а в том году сколько он стоил? Ну, в том году тоже разные. Мы видим, что у нас из Египта картофель завозится. Ну, это очень, конечно, странная логистика. Да, странно, который выращивается, можно сказать, в песках, капельное орошение. Там понятно, что картофель, это, конечно, это не картофель. Но в среднем было до 20 рублей. То есть в 2 раза, в принципе, возможно, может что подняться. да, вот именно что в холодный период погоды, как только возможность будет завозить на наших в сетях картофель с других субъектов, конечно, цена сразу упадет. Да, и мне подсказывают, что у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Добрый. Да, у меня такой вопрос. Подскажите, пожалуйста. Ранее, конечно, было сказано, но все-таки хотелось бы уточнения. Алло. Да. Да. Подскажите, пожалуйста, вот ранее было сказано, что урожайность овощей в Республике Коми повысилась. Так. Но в итоге продукции на прилавках нашей продукции Республики Коми не видно. В основном продукция Республики Азербайджан, Турции, Египта, других стран. Ну и, соответственно, почему ее нет в магазинах? Да, вы, наверное, хотите узнать? Да, судя по всему, вопрос заключался в этом.
по рынкам сбыта у нас есть какие-то подвижки? Значит, конечно, здесь проблема не сколько в урожайности, а сколько в объеме производства. Если взять картофель, ну, в среднем на человека 56 килограмм потребления, даже при урожайности 90 центнеров, то мы производим в порядке 45 тысяч тонн. Это с учетом личных подсобных хозяйств. Здесь, чтобы продукция наша выращена, значит, была на прилавках, конечно, сетями идет работа серьезная. Я думаю, что тот объем, который мы выращиваем, он попадает на рынки, но его просто объема мало. И здесь необходима, конечно, кооперация. Я уверен в том, что если мы будем создавать кооперативы, допустим, бытовые, граждане же сократили объемы посадки картофеля, ежегодно сокращается вот с 16 годом, 17 на 500 гектар. Всего по статистике 6200 гектар. Это ежегодно? А 500 гектар да? вот сейчас исчезло. Почему? Потому что, да, граждане вырастили, для себя оставили, но уже для продажи, или там, как раньше было до 94 ФЗ закона, где все по закупкам. Граждане выращивали, продавали в садики, в какие-то столовые без проблем. Сегодня все по аукционам, по закупкам. Соответственно, граждане снижают урожайность. А вот при кооперации, когда все бы граждане сделали бытовые кооперативы, тогда можно было у граждан, допустим, собирать весь картофель, где-то кооперативу его складировать, хранить и, соответственно, уже всю зиму поставлять даже в эти же федеральные торговые сети. Вот над этим мы работаем, провели даже конференцию, семинар, пригласили, значит, с кооперации с Москвы, которые объясняли главам сельских поселений, районов, как эту кооперацию развивать и что для этого там люди нужно. охотно это все делают в Московской Вот области? в средней полосе, особенно Липецкой области, уже создано очень большое количество кооперативов и по дикоросам, и по реализации отличных подсобных хозяйств всей выращенной продукции, там, от гусей, уток, картошки, овощей, то есть кооперация там развита. У нас пока, да, вот каждый сам, вот видели, пчеловоды стоит, вот мой мед, там ягоды собрал, но я сам продаю, спрашиваешь, а как реализация? Ну, он говорит, без проблем, все реализуем. Но каждый в одиночку. А вот в чем, по-вашему, причина? Люди не хотят взаимодействовать друг с другом? Какое-то недоверие, что опять кто-то соберет, может быть, обманет. Вот нужен, конечно, и лидер. И, кстати, есть поддержка. А есть такой лидер у нас? Ну, лидер Вот в каждом конкретном случае, даже ставится разговор, что глава сельского поселения, которому доверяют больше, чем кому-то, чтобы разрешить по закону даже о муниципальной службе, гражданской службе, разрешить им быть членом кооператива или даже возглавлять председателем. Ну, здесь же нет коррупционной составляющей, по-моему, какой-то такой. Нельзя. На сегодняшний день нельзя. Но вот по этому пути и другие субъекты вот эти вопросы ставят. Я думаю, что они будут решены. Хорошо, мы немного затронули тему дикоросов. Тихая охота – это очень излюбленные занятия для наших жителей. В принципе, ягоды и грибы – это такие бренды нашей республики. Давайте посмотрим, как в этом направлении, как в лесу обстоят дела с грибами и ягодами. Всего одна банка за 3 часа торговли. Для Тамары Виноградовой этот грибной сезон оказался не самым удачным. Обычно такая подработка на пенсии – неплохое подспорье. А в этом году можно просидеть вот так хоть целый день и унести дары леса домой. Дело в ассортименте, который не особенно привлекает покупателей. Сегодня в небольших ведерках лишь лисички. На окраине Сыктывдина, пожалуй, только они и уродились. Грибов уже нету, уже последние, которые выросли. Молодых уже нету. Ну вот сколько времени потратили и что собрали? Вот 4-5, вдвоем ходили, 4-5 часов ушло, и по 5 литров вышло. Успокаивает одно, что грибы хотя бы не червивые. Так называемые грибные комарики губят урожай в основном в теплую погоду. А сейчас прохлада. Правда, собирать в лесу было практически нечего. Несмотря на то, что работать продавцам дикоросов сейчас приходится дольше обычного, цены они не повысили. 5-литровое ведро лисичек, к примеру, 350 рублей. Небольшую банку соленых отдавали за 3 сотни. Была, правда, и конкуренция небольшая. По части ассортимента все по старинке. Хотя и встречались необычные экземпляры. Все
грибы, которые собирали, вот те и собираем, а новых таких, что вот они сразу. Но у нас сейчас появились эти вот черные грузди в этом году, очень много тоже есть. Это новые виды? Нет, они уже были, но их не было так, что вот, что они такими кучами попадались. В соседнем Усть-Илимском районе запустили проект по переработке дикоросов. Активный фермер собирает грибы и ягоды у местного населения. Специально под грантовую поддержку он разработал проект стоимостью в 6 миллионов рублей. Грант у него составил 1 миллион рублей. И планирует построить новый модульный объект с холодильными оборудованиями, что позволит значительно увеличить объемы сбора дикоросов у населения. Несмотря на неурожай, в этом году интересную находку обнаружили в Сыктывдинском районе. О новом для региона съедобном виде грибов ученым рассказали местные жители. Полипорус зонтичный или гриб баран. В России он известен и занесен в Красную книгу. А вот в Коми встретился впервые. В целом же только в прошлом году ученые обнаружили в республике почти 3 десятка новых видов. Уж не они ли идут на смену привычным боровикам? Да, но зато новые грибы какие-то появились. Ну, что уж говорить, раз медведям не хватает пищи, они уходят в города. Понятно, что для людей тоже маловато этих запасов. У нас с нами на связи человек, который активно занимается сбором дикоросов. Рустам. Рустам, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если вы сейчас смотрели наш материал, это объективная картина или ваш опыт в этом году по сбору дикоросов, он более успешен? Ну, как показывает практика, я собираю клюкву уже с поля, и буквально за неделю я собрал 300 видов. Это много? Ну, я думаю, неплохо. Угу. То есть, в целом, получается, надо правильно искать или что? Или почему вот опыт этих людей, Да. которых... Необходимо понимание болота и где меньше влаги, соответственно. Угу. И что вы собрали, чего больше всего в лесу? На самом деле в этом году очень беда с погодой. Очень много дождей было, правда, и мало было солнца. И в основном черники было, брусники не очень, соответственно, морожки тоже, а клюквы очень много. Угу. Хорошо. А людей много в лесу? Или вот первая волна, которая сходила туда, говорит, там нет ничего, не ходите, и люди перестали просто ходить в этом году в лес? Люди стали ходить, на самом деле, очень много, и даже больше, чем грибов и ягод. Угу. Ну вот видите, фактически вы опровергли всю информацию, которая до этого прозвучала. Рустам, спасибо большое за позитивный настрой и за правдивую информацию. Так, а ваше ведомство что говорит? У нас есть ягоды и грибы? Потому что вот видите, как расходятся мнения. Конечно, правильно Рустам сказал, что нужно знать ягода, где растет, какое болото, суша, влажнее. То есть такого урожая, как сегодня зашел в лес кругом брусника или черника, конечно, этого нет. Черники было действительно мало. Брусники, вот мы на ярмарке даже разговаривал, 10-литровое ведро с бугорком стоит 1500. Но покупают, и тут же, значит, говорят, что очень много гнилой. Вот из-за дождей брусника тоже гниет, и в результате нужно гнилую ягоду даже перебирать. Ну, понятно, там своя технология очистки. Но ягод действительно мало. Но кто знает, вот именно, что такие места, видимо, все-таки попадали на хорошие ягоды. Ну и действительно, этим должны заниматься профессионалы, поэтому вопрос вот к вам. Есть ли у министерства в планах направлений по работе с дикоросами? Ну, здесь, конечно, организовать сбор дикоросов министерство, оно должно создать условия, чтобы граждане собрали, люди, они должны куда-то свои собранные ягоды, грибы нормально сдать по хорошей цене. И вот, конечно, если взять, едем мы от Прилузя, да и, может быть, и по России, до самого там Ухты, мы видим, что вот, как в репортаже мы видели, что просто сидят бабушки, целый день может просидеть с 2 ведерками лисичек. Вот это, конечно, ненормально. Вот здесь и нужна кооперация. Всех собрать в одни, там уже будет действительно объемы, реализация, и уже все вопросы решить намного проще.
Вот это наша задача. Объединить людей, создать кооператив, допустим, закупочный этих же дикоросов или перерабатывающий. Вот над этим мы работаем. И вот в этом направлении особенной вам удачи, чтобы люди наконец-то научились доверять друг другу, и тогда у нас все получится. Спасибо большое. Мы говорили сегодня об урожае нашей республики, с которым нам жить до следующей осени. Детали дня можно посмотреть на сайте jurgen.rf и посредством функции видео по запросу IP телевидения Ростелекома. Всего вам самого доброго. До свидания.